Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. У гэтую суботу, 19 кастрычніка, у Гётэ-інстытут пройдзе дзень адкрытых дзвярэй. І ўсё гэта звязана з тым, што інстытут Гётэ ў Мінску азначае 25-годдзе. То бок у 94-м годзе інстытут адкрыў дзверы і ў Беларусі. Дырэктар інстытута Якаб Рачак і каардынатар культурніцкіх праектаў Ігор Куксін. Сёння нашыя госці, прывітанне. Здравствуйте. Я перайду традыцыйна на рускую мову, каб якабы было больш зразумелае пытанне, а Ігор будзе дапамагаць нам з перакладам. Добра. Многие считают, что институт Гёте – это исключительно такая институция, которая занимается преподаванием немецкого языка, да, внедрением немецкого языка в массы. Но это ошибочное мнение, правда? Das stimmt zum Teil. Das Goethe-Institut hat einen sehr breiten Auftrag, der im Prinzip aus 3 Teilen besteht. Die Förderung der deutschen Sprache, wie von Ihnen erwähnt, ist ein ganz wichtiger Teil. На самом деле утверждение не настолько неверное, как может показаться. Мы действительно занимаемся, среди прочего, и языковыми курсами. А в принципе деятельность Гёте-Института складывается из 3 основных направлений. Wir haben allerdings auch den weiteren Auftrag, ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln. Das machen wir ganz stark in unseren Bibliotheken, wo viele Informationen über Deutschland, deutsche Literatur, deutsche Sachbücher vorliegen und auch digital, das heißt auf unseren Webseiten, wo sehr viele Artikel sowohl in Belarusisch als auch in Deutsch zu lesen sind. Еще мы транслируем актуальную картинку Германии, как мы это называем, но фактически это означает, что у нас есть медиацентр, в котором огромные источники информации о Германии, литература, цифровые какие-то медиа. Вот, и все это находится в доступе, и мы способствуем тому, чтобы это достигало своего получателя. Und der dritte sehr wichtige Bereich ist der Kulturbereich. Das heißt, wir fördern, initiieren den Kulturaustausch zwischen Deutschland und der Welt, hier in Minsk ganz konkret zwischen Deutschland und Belarus. И третье наше направление, очень важное, это культура, культурный обмен. То есть мы инициируем и способствуем двустороннему и многостороннему культурному обмену между странами, у которых работает Гёте-Институт, и Германией. А в нашем случае с Беларусью это, конечно, Беларусь и Германия. Und wenn man die 3 Bereiche mit einem Wort bezeichnen will, also Sprache, Information und Kultur, würde ich sagen, alles, was wir tun, hat mit Kommunikation zu tun. А если вообще резюмировать все эти вот вещи, которые я сейчас перечислил, язык, информация и культура, то их можно выразить и самым обычным простым словом «коммуникация». Першай краінай, куды прыйшоў Гётэ-інстытут, гэта, як мы ўжо зараз высветлілі, так, былі Афіны. Ja, genau. 1952, also wirklich vor fast 68 Jahren, hat unser erstes Institut in Athen eröffnet. Aber dann ging es auch ganz schnell. Dann kamen sehr schnell Institute in ganz Europa, in Indien, in Australien, in den Vereinigten Staaten, sodass wir heute 157 Institute in über 90 Ländern haben. Это верно. На самом деле первый институт открылся в 1952 году в Афинах, но это был не такой уже затяжной процесс. За ним очень быстро последовали Гёте-институты в других странах Европы, в Индии, по всему земному шару. Вот. И в настоящий момент насчитывается 157 институтов в 98 странах мира. Наколькі ўвогуле прадуктыўнае гэтае супрацоўніцтва Гётэ-інстытута з Беларусю, так, з беларускай культурай? Як вы оцениваете? Unsere Eröffnung in Belarus, das geht natürlich einher mit einer gewissen geopolitischen Veränderung. Also Anfang der 90er hatten wir in der ganzen, nennen wir es jetzt mal, geopolitischen Region Osteuropa kaum ein Institut. Ich denke, in Budapest hatten wir schon länger eins, aber im Prinzip sind alle Institute hier in der Region Osteuropa oder im postsowjetischen Raum alle Anfang der 90er eröffnet worden. Das heißt, es war so eine riesige Welle von Neugründungen von Goethe-Instituten.
На самом деле то, что происходило в Беларуси и вообще в Восточной Европе, это часть глобальных геополитических изменений, потому что до конца 80-х, до начала 90-х весь Восточный блок, фактически вся Восточная Европа, не могла насчитать ни одного геоинститута. Пожалуй, если я не ошибаюсь, был один институт в Будапеште, который работал, и на этом было все. Поэтому можно себе представить, что с 90-ми целая волна геоинститутов хлынула в страны Восточной Европы. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir jetzt seit 25 Jahren kontinuierlich den Kulturaustausch oder den Austausch zwischen Belarus und Deutschland hier mitmachen, dass wir auch inzwischen eine ganze Generation begleitet haben oder vielleicht sogar 2 Generationen von Künstlerinnen, von Intellektuellen, von Denkern, von Akademikerinnen. Und das macht uns sehr stolz. И если говорить о деятельности, которую Гёте-институт ведет в Беларуси, это уже 25 лет, а это целое поколение, и даже, наверное, это целых два поколения деятелей искусства, преподавателей, ученых, партнеров наших самых разных сфер искусства, с которыми мы работали все это время. И мы гордимся этим. Man muss sich das vielleicht auch mal umgekehrt vorstellen, was in diesen 25 Jahren alles in Deutschland passiert ist. Ich glaube, dann versteht man auch ein bisschen besser, wie dieser Kulturaustausch tatsächlich von 2 Seiten aus stattfindet. Wir haben in Deutschland in den letzten 25 Jahren und ein bisschen davor eine Wiedervereinigung erlebt. Wir haben eine neue Hauptstadt bekommen, die heute wirklich der höchste Attraktor Deutschlands ist, der beste Markenartikel, den wir haben, nämlich Berlin. Wir haben viele Veränderungen in der Gesellschaft erlebt, die wir heute schon als ganz normal empfinden. Wir haben eine Flüchtlingskrise oder eine Flüchtlingswelle erlebt 2015 und. Wir haben eine europäische Vereinigung oder einen Einigungsprozess, Integrationsprozess erlebt. Und das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Kulturarbeit, auf unsere Programmarbeit, auf unsere Arbeit ganz im Allgemeinen. И говоря о том, что происходило вот эти все 25 лет, пока мы работаем в Беларуси, нельзя не упомянуть, или, наверное, правильнее обратить внимание, даже намеренно, на то, что все эти годы происходило в Германии, потому что в Германии произошло очень много. Начиная с того, что незадолго до начала 90-х, фактически незадолго до открытия Гёте-института в Беларуси, произошло объединение Германии. В Германии изменилось многое. Изменилась столица. Столицей стал Берлин, и за это время Берлин успел приобрести оттенок, наверное, самого важного бренда Германии. Изменялись или видоизменялись политические системы, изменялись отношения в обществе к явлениям и событиям. Изменялось, на самом деле трудно найти что-то, что за это время так сильно бы не изменилось. И, конечно, все эти изменения, которые происходили регулярно и устойчиво, находили отклик на той деятельности, которую мы тут вот проводили. Вот еще важно, что волна миграционная 2015 года, а также события объединения Европы, то есть до вхождения дополнительных стран в Евросоюз. То есть все эти спектр широких вещей, и все это не могло не оставаться незамеченным в том, что мы делаем тут каждый день. Ну, мне падаецца, што Гёте-інстытут таксама і змяніў у нейкім сэнсе стаўленне вось тут на постсавецкай прасторы і стаўленне да Германіі ў цэлым, правда? Dass das Goethe-Institut die Wahrnehmung geändert hat zu Deutschland, die Wahrnehmung Deutschlands von oder durch Belarus. Das hoffe ich sehr, dass wir die Wahrnehmung auch mitgestalten. Ich möchte nicht sagen, dass wir sie unbedingt verändern möchten. Wir möchten halt immer einen sehr aktuellen Blick auf Deutschland ermöglichen. Und wir möchten aber auch einen aktuellen Blick auf die ganze Welt ermöglichen. Ich glaube, das muss man auch immer mitdenken. Goethe-Institut kommt natürlich aus Deutschland, aber wir sind eben auch in der ganzen Welt aktiv. Wir können nicht nur ein Tor zu Deutschland sein, sondern auch ein Tor in andere Länder auf der Welt. Ну, сказать, наверное, слишком громко, хотя это было бы предметом нашей большой гордости, что мы изменили взгляд белорусов на Германию. Но так мы, наверное, не можем сказать, но мы можем сказать, что мы на него влияли все это время. И вместе с изменением Германии мы влияли, и мы постарались в каждый момент времени показывать актуальную картинку Германии. Именно с теми вещами и явлениями, которые там происходят.
Но еще важно добавить, что мы видим себя не только как посредник между, например, Белоруссией и Германией, а мы надеемся, что мы в некотором роде можем быть и воротами в более широкий в мир вообще. Потому что Гёте-институт уходит от двухсторонних вообще отношений, и мы видим мир вместе с процессами глобализации как единую большую структуру. Вот. Да. Окей. Я хочу нагадаць, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта дырэктар інстытута Гёте ў Беларусі Якаб Рачык і каардынатар культурніцкіх праграм Ігар Куксін, і мы сустрэліся з нагоды 25-годдзя інстытута Гёте ў Беларусі. Слухайце, наколькі я ведаю, вы рыхтуеце такую вялікую праграму, і гэта ўсё адбудзецца 19 кастрычніка, так, гэта будзе дзень адкрытых дзвярэй, і гэта ўсё будзе вельмі незвычайна. І многія ўжо, вось як Ігар казаў, рэпосцяць вашы анонсы, так, у сацыяльных сетках, і ўсе вось чакаюць, чым жа парадуе гэтым разам Гёте-інстытут. Um ganz genau zu sein, feiern wir eigentlich schon seit 25 Wochen. Also wir haben im Mai mit einer großen Party im Loschinski-Park angefangen und haben durchgehend jetzt tolles Programm gehabt. Und das Ganze kulminiert jetzt in diesem 25-stündigen Kulturmarathon. Ach so. Мы-то празднование свое начали гораздо раньше. На самом деле уже 25 недель мы неустанно событие за событием отмечаем этот наш юбилей с 25 мая, когда мы в Лошадском парке проводили большой масштабный праздник. А теперь 19 октября это должна быть кульминация нашего марафона, финиш, до которого мы вот добегаем постепенно. Und wir wollen in unserem Haus feiern. Das heißt, wir wollen auch unser Haus feiern und auch unser Arbeitskollektiv feiern. Отличие вот этого грядущего события состоит в том, что мы празднуем в своем доме, то есть у себя дома. Это наш праздник, мы его отмечаем сами, но мы и пускаем гостей к нам, зовем. Und um möglichst vielen Menschen aus Minsk oder aus Belarus auch die Möglichkeit zu geben, uns zu besuchen, haben wir uns eben gedacht, wir machen das jetzt nicht tagsüber oder abends oder Wochenende, sondern wir machen es einfach durchgehend, nonstop, damit für jede und jeden was dabei ist. И чтобы обеспечить возможность прийти к нам в гости максимальному количеству людей, а вот среди наших партнеров много людей, которые живут не только в Минске, а в других городах, мы подумали, что вечернее мероприятие или утреннее мероприятие, или даже цельнодневное мероприятие может показаться слишком сложным, чтобы приехать, побыть и уехать. И поэтому мы поставили себе цель сделать именно такое круглосуточное событие. Und ich denke, dass der wichtigste Gedanke oder das wichtigste Motto, das uns trägt durch diese 25 Stunden, ist Partizipation oder Teilen und Tauschen. Nämlich alle machen mit, alle aus unserem Team, aber auch viele unserer Partner aus dem Kulturbereich, aus dem Sprachbereich. И главный лозунг, которым мы руководствуемся, это обеспечить, если сказать красивым словом, партиципативность, а если сказать обычным словом, то возможность участвовать максимальному кругу людей. И, во-первых, в нем, в организации нашего праздника принимают участие практически все наши коллеги, а кроме этого принимают участие огромное количество наших партнеров, которые что-то для нас в рамках этого праздника делают. Слухайте, давайте мы зараз вось на гэтым спынімся. Окей, мы на паузу просто паставім нашу размову і сустрэнемся неўзабаве пасля кароткага выпуску навінаў на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradыо.fm і euraradыо.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Больш за 220 тысяч грамадзянаў Беларусі ва ўласнасці маюць 2 і болей кватэраў. Найбольшых з'яўляюцца жыхарамі сталіцы 67 тысяч. Таксама многія пражываюць на Гомельшчыне і ў іншых абласцях па 28-35 тысяч. Пра гэта ў чацвер паведаміў начальнік управлення падаткаабкладання Міністэрства па падатках і зборах Міхаіл Расолька. Яшчэ некалькі гадоў таму 2 кватэры мелі не больш за 100 тысяч беларусаў, а цяпер колькасць іх пастаянна расце. У канфідэнцыйным лісце прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заклікаў Эрдагана, прэзідэнта Турцыі, не быць дурнямі, не строіць сябе крутога хлопца. А таксама прыгразіўся разбурыць турэцкую эканоміку, запрасіў да перамоваў з курдамі і заклікаў Эрдагана да супрацоўніцтва. Гэты ліст лідару Турцыі быў адпраўлены 9 кастрычніка і, як паведамляе BBC са спасылкай на крыніцу, адправіўся адразу ў сметніцу. У сераду 9 кастрычніка Трамп заявіў, што не даў прэзідэнту Турцыі Эрдагану зялёнага святла для перакідання турэцкіх войскаў у паўночную Сірыю, дадаўшы, што ён напісаў вельмі моцны ліст з папярэджаннем. Гэты ліст мы друкуем на сваёй старонцы і еўрарадыё.фм. Актывіст анархісцкага руху Дмітрый Паліенка прапанаваў руку і сэрца сваёй дзяўчыне Насці. Пра гэта паведамляе карэспандэнтка Еўрарадыё Анастасія Бойка. Гэта адбылося проста ў зале мінскага гарадскога суда, дзе Паліенку судзяць за злоснае хуліганства. Наста пагадзілася, прысутныя зааплодыравалі. Еўрасаюз і Вялікая Брытанія дасягнулі пагаднення на Брэкзіт. Пра гэта паведаміў у сваім твітары кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Борис Джонсон перакананы, што здзелка дазволіць вярнуць кантроль над працэсам. Рашэнне павінна быць прынятае на саміце ЕС сёння-заўтра, а потым на пасяджэнні палаты грамадаў 19 кастрычніка. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння разам з дырэктарам Гёте-інстытута ў Беларусі Якабам Раджыкам і каардынатарам культурніцкіх праграм Гёте-інстытута мы размаўляем, уласна, пра 25-годдзе Гёте-інстытута ў Мінску. І 19 кастрычніка у суботу у самім будынку Гёте-інстытута адбудзецца вялікая імпрэза, яна будзе цягнуцца 24 гадзіны. Ну і, уласна, зараз вось нашы госці распавядуць, на што ж трэба звярнуць увагу і што абавязкова наведаць, таму што там будзе проста безліч розных івентаў і розных нават шоу. Ну, што будзе самае цікавае? Вось, Якаб, што б вы наведалі 100%? Нават пайшлі туды не раздумваючы. Ich kann jetzt eigentlich nur alles empfehlen. Ich kann empfehlen, einfach vorbeizukommen, weil sehr viel parallel läuft und egal zu welcher Uhrzeit man kommt, nachmittags oder abends, es ist immer was los und es gibt von allem etwas. Wir haben tolle Lesungen, wir haben tolle Workshops, wir haben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen eingeladen. Wir haben sehr viele neue Formate ausprobiert, wie zum Beispiel für diejenigen, die gern tanzen, haben wir abends einmal Dance-Okay, also Karaoke für Tänzer und Nicht-Tänzer. Und wir haben auch eine Silent Disco abends. На самом деле я бы порекомендовал все, потому что у нас... Ну, что значит все? Я бы просто порекомендовал зайти в любое удобное время, потому что у нас запланировано большое количество мероприятий. Многие мероприятия идут параллельно, и, может быть, будет тяжело выбрать, на какое именно пойти. У нас невероятное количество разноплановых мероприятий. И лекции, и доклады, и всякие встречи, и мастерские. И мы экспериментируем новые форматы, которые, ну, может, многие знают, но далеко не все будут знать. Это как караоке, только для танца, которое мы называем дэнсиоке. И у нас можно будет, то есть, прийти пританцевать. Бок можно прийти, натиснуть некую песню и танцевать под ее, так? Ну, там немножко по-другому механика сама происходит. Это потому что танцевать — это как караоке. Это я уже не слова якобы передаю, это я дополняю, что это происходит.
это когда мы поем караоке, мы видим перед собой текст, мы слышим мелодию, и мы ее поем. А когда мы говорим о денсиоке, это мы видим перед собой танец. У нас есть ведущий, и мы повторяем за тем, как танцует для нас, и все участвуют. И важно очень, чтобы участвовали все вместе. Это заразительно. Это сначала волнительно, и все стесняются делать, а потом всех невозможно разогнать, потому что с удовольствием все танцуют. Мы показываем эту вещь 2 раза. У нас отдельно для малышей, для детей, потому что у нас большая детская программа. Показываем. А еще один раз вечером, более поздно, мы показываем еще и для взрослых. Ну, как показываем, проводим денсиоки. Но, мне кажется, я не все договорил из того, что сказал Яков. Wir könnten vielleicht noch was zu Silent Disco sagen. Да. И второй такой формат, который тоже, он не совсем уже абсолютно новый, не мы его придумали, но мы его еще никогда не делали, это называется Silent Disco. У нас будет наша любимая Людмила Погодина с Скарлетт. И они будут у нас занимать всю нашу ночь. И они очень восхитились. Они же сами известны в Минске тем, что они обычно... Именно они — это те, кто придумывают все странное, необычное и удивительное. И поэтому они сказали: да, классно, мы обязательно к вам придем. И вот мы радуемся, ждем. У нас уже лежат в офисе наушники для Silent Disco. А Silent Disco — это, чтобы слушатели тоже понимали, это когда одновременно играет, например, 2 диджея. У каждого гостя есть наушники, он их получает на входе. Гость надевает наушники, слышит оглушительную классную музыку, танцует. Если ему эта музыка не нравится, он переключает канал и танцует под другую музыку. И тот, кто зайдет без наушников, он будет видеть кучу странных людей, которые почему-то двигаются. Рухаются у разных темпах и так далее. На самом деле Silent Disco. Вот. Ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, dass Ludmilla auch ein spezielles Musikprogramm zusammengestellt hat, das natürlich auch zu unserem Thema passt, nämlich 25 Jahre Berliner Musik. Also wir werden in die Anfänge des Techno zurückgehen, wir werden bestimmt ein bisschen New Wave und Ähnliches hören. Важно отметить, что Людмила не просто играет музыку, которую она всегда классно играет, но она играет для нас. Они вместе со Скарлетт играют программу, составленную из 25 лет берлинской музыки, начиная из истоков 80-х, New Wave, современность. То есть я думаю, что будет очень интересно. Wir machen natürlich jetzt nicht nur Tanz und Bewegung, sondern wir bewegen uns auch im Geiste, im Kopf und haben sehr viel Vorträge vorbereitet. Es gibt eine ganze Reihe von Vorträgen, die sich mit ökologischen Themen beschäftigen. Wir haben andere Vorträge, die sich zum Beispiel mit dem Thema Sprache und Übersetzung beschäftigen. Но мы не посвящаем, конечно же, весь наш юбилей только песням и танцам и денсиоки. У нас еще и программа образовательная большая. Мы предлагаем несколько докладов, в том числе на экологическую тему. Кроме этого, что важно нашим партнерам тоже, мы предлагаем по специфике перевода вообще встречу и разговор с переводчиком. То есть она разноплановая программа наша. Wir haben auch ein paar Trainings vorbereitet, angefangen von ganz ruhigen Dingen wie Yoga oder gewisse Übungen, was auch gut für den Körper ist, aber auch zum Beispiel ein Training von der Schauspielerin Jana Rusakiewicz, das helfen soll in Stresssituationen, zum Beispiel wenn man im Radio sitzt und eine halbe Stunde sprechen muss, sich zu entspannen. Мы подготовили, кроме этого, серию тренингов, среди которых и такие расслабляющие вещи, как йога, например. Может, и не расслабляющие. Мы подготовили функциональную даже тренировку спортивную. Но еще мы, например, среди наших мероприятий тренинг с Яной Русакевич, которая как артист проводит занятия именно для таких случаев, когда нужно полчаса давать интервью на радио, и волнение переполняет. И вот как это бороть, как с этим справляться, она и расскажет, и покажет, и научит всех это делать. Igor hat es auch schon erwähnt, wir haben ein ziemlich großes Programm für Kinder und Jugendliche. Das geht von Spielen über Lernen bis hin zu extra Lesungen. Auch eine Denseoke-Version gibt es extra für Kinder. Как уже Игорь, то есть я упоминал, у нас большая программа также для детей. И это не только денсиоки для детей, но и много всяких интерактивных игр и
Я могу, наверное, развить даже немножко эту Да, тему. конечно. Потому что у нас практически нон-стоп. И многие вещи, которые у нас проводятся, они проводятся не только для взрослых, но для взрослых и для детей, что может быть очень интересно. Как, например, экологическая игра, где нужно делиться на команды вне зависимости от возраста, пола и партийной принадлежности, можно сказать. И можно учиться сортировать правильно мусор и узнавать, какие формы пластика перерабатываются, какие не перерабатываются. Это дико интересно. Кроме этого, у нас можно ткать целый день с 9 утра до вечера. У нас ткацкая мастерская, мы изготавливаем юбилейный наш ковер, с которым мы потом вечером сфотографируемся вместе с нашими гостями. Мы строим город из картона, прямо в фойе на 4-м этаже для всех желающих. Можно со школой архитектурного мышления заниматься. То есть у нас много. А при чым там спальные мешки? Wenn man 25 Stunden im Institut ist, könnte es passieren, dass man vielleicht doch ab einem gewissen Zeitpunkt müde wird, nach 2-3 Stunden Silent Disco zum Beispiel. Deswegen sind wir auch darauf vorbereitet. Wir laden also auch alle herzlich ein, in unserer Bibliothek sich für ein paar Stunden aufs Ohr zu hauen. Понимаете, когда находишься в Гёте-институте 25 часов, может такое произойти, мы не исключаем, что и особенно после танца 3-часового на Silent Disco человек может устать. И так как мы это не исключаем, мы предусматриваем и такую возможность для наших гостей, поэтому мы уже заказали эти мешки, они уже к нам едут, а может в этот момент как раз уже и приехали и ждут своих гостей. Und nachts ist dann wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, um unser Gruselkabinett zu besuchen. Das heißt, wir werden die gruseligsten Märchen aus Deutschland oder auf Deutsch oder auch auf Belarusisch lesen. А кроме этого, когда стемнеет и станет по-настоящему страшно, мы откроем нашу камеру ужасов. В этой камере ужасов мы будем, во-первых, читать сказки страшные братьев Гримм, но и кроме этого мы дадим возможность всем желающим прочитать их самые страшные сказки или рассказать страшные истории, детские страшилки, которых, может быть, никто не знает. Но тут важно помнить, что вход только с фонариком. С фонариком, да. Und es geht aber gleich in der Früh dann auch wieder weiter, um 8 Uhr mit Morgen-Yoga und dann mit einem Social Breakfast, also einem offenen Frühstück für alle, die gern vorbeikommen wollen oder die eben auch noch da geblieben sind. Und man kann was mitbringen, es ist aber auch genügend Frühstück da und wir werden alle zusammen diese 25 Stunden eben mit einem gemeinsamen Essen ausklingen lassen. На следующее утро, когда все проснутся, мы предлагаем утренний сеанс йоги, бодрящий и настраивающий на позитивный лад. А потом у нас состоится такое мероприятие, как социальный завтрак. Социальный завтрак — это такое мероприятие, где мы предусмотрим кое-какие там завтрачные угощения, но и все гости, которые придут, это открытое мероприятие. Гости, которые придут к нам на это открытое мероприятие, могут с собой тоже приносить свою еду и угощать людей. Именно поэтому это и называется социальный завтрак. То бок кожны чалавек, які вось зараз чуе нас, можа прыйсці. То бок не будуць нейкіх запрашэнняў, так? Ці ўсё ж ёсць нейкая рэгістрацыя? Каб не было просто шмат людзей зашмат, каб Гёте-институт не разваліўся за эту ноч. Also wir haben versucht, das Programm möglichst niedrigschwellig und offen zu machen, weil genau darum geht es ja, das ganze Haus zu öffnen, auch an solche Orte mal zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Deswegen gibt es keine allgemeine Registrierung, sondern man kommt einfach vorbei. Мы, в принципе, поставили себе цель сделать как можно меньше препятствий для людей на наш юбилей, чтобы можно было приходить без всяких заявок, регистрации и тем более оплаты или еще чего-то такого. Конечно, я тоже уточнить должен немножко. У нас есть мероприятия, как, например, функциональная тренировка, где подразумевается, что люди приходят в спортивной форме, и мы подозреваем, что у нас может быть помещение, условно говоря, на 50 человек, а придет 100, то нам просто жалко тех людей, которые могли бы прийти с спортивной формой, но не попасть на это, потому что мало мест. Поэтому на такие вещи мы вводим просто своевременно заранее заполнить очень маленькую форму, которая содержит только то, что это я такой, я хочу прийти. И мы тогда видим, и таким образом просто никого не обидим. Все, кто зарегистрируется, они и смогут принять участие. А потом мы просто, если будет переполнено, закроем эту регистрацию. Aber das betrifft wirklich nur ganz wenige Veranstaltungen. Это действительно очень-очень-очень малое количество. Und man kann alles auch auf unserer Facebook-Seite lesen. Da kann man sich dann auch direkt für die 2-3 Spezialformate anmelden.
те 2-3 формата, которые требуют регистрации, с ними можно, как и со всей полной нашей программой, можно на нашей странице в Фейсбуке ознакомиться и прямо практически в 2 клика и зарегистрироваться прямо оттуда на вот эти вот 2-3 события. Wenn man dann mal in eine Sache nicht reinkommt, weil es schon voll ist, gibt es immer genügend paralleles Angebot. Und wenn man mal gar nichts findet, dann kommt man einfach zu mir ins Büro, weil ich dort ich werde dort stundenlang sitzen mit Kaffee und Tee und bin immer gerne bereit, Gäste zu empfangen, zu quatschen, vielleicht über Projekte zu reden. Also die Möglichkeit besteht immer. Ну, причин расстраиваться не должно быть в принципе. Если кто-то шел на какую-нибудь, скажем, лекцию и не попал на нее, то параллельно все равно проходит большое количество мероприятий, в которых можно принять участие и не так уж сильно расстроиться. Но даже если и это не удалось кому-то, то специально для таких целей кабинет якобы открыт. Якоб там сидит практически все время и ждет гостей с чаем и с душевными разговорами. Поэтому мы думаем, что никто не расстроится. Слухайце, Па-нямецкі і па-рускі. ага. Окей. Ну, увогуле круто. Тут у нас таксама не шмат часу застаецца, і хочацца запытацца, вось, як бы 25 гадоў гэта пэўны этап, так? Этап. І вось далей нейкі ўжо новы этап пачынаецца, правда? Ці чакаць ад Гёте-інстытута нейкіх новых фарматаў вось у самы бліжэйшы час? Коротко про планы. Also tatsächlich ist für uns das 25-Jahre-Jubiläum ein Anlass, um uns auch zu öffnen. Wir werden ein bisschen architektonisch, werden wir uns ein bisschen verändern gegen Ende des Jahres. Wir werden unseren 4. Stock ein wenig umbauen. На самом деле, действительно вы правы, что пора настает немножко меняться, немножко еще более открываться по сравнению с тем, как мы были до этого момента. И начинаем мы с архитектурного вмешательства небольшого. Мы собираемся переделать наше самое общественное пространство на 4 этаже, куда приходят все наши гости. Мы его будем реконструировать. Wir wollen tatsächlich auch ein paar neue Formate ausprobieren in den nächsten Jahren. Aber wir sind auch sehr neugierig, was hier so im Land für Ideen sind. Und um die noch besser hören zu können und noch besser ins Gespräch zu kommen, werden wir ein neues Format einführen, nämlich einmal pro Monat, an einem Freitagnachmittag, wird mein Büro offen sein für jede und jeden, die vorbeikommen wollen, die irgendwas erzählen wollen, die mit mir sprechen wollen. Also quasi dieses Format Tee und Kaffee im Direktorenzimmer wird auch fortgesetzt. У нас очень большое количество идей и форматов, которые мы бы хотели реализовать в ближайшем будущем, но нам также очень важно, какие идеи и какие желания, инициативы существуют у нас в Беларуси. Именно поэтому мы и собираемся в ближайшее будущее вводить как раз-таки новый формат, который мы вот на юбилее обкатаем. Это фактически кофе у директора, когда каждую первую пятницу месяца любой желающий может просто так, не регистрируясь, не записываясь, прийти и поговорить, поделиться своими представлениями, идеями. Да. Ohne Anmeldung, ohne Registrierung. Да, без всяких телефонных звонков и секретарей. Просто пятница, после обеда иду. Вот. Вы открыты для прапаноў? Ja, Sind Sie offen für Vorschläge, Angebote und so? natürlich. Wir brauchen Vorschläge und Angebote. Конечно, мы ждем, мы будем очень рады предложениям. Слухайце, ну дзякуй, што завіталі да нас, все распавялі. Я нагадаю, што 19 кастрычніка у Гёте-інстытуце ў Мінску адбудзецца дзень адкрытых дзвярэй з нагоды 25-годдзя прысутнасці Гёте-інстытута ў Мінску. І дырэктар Гёте-інстытута Якаб Рачык, менеджер культурніцкіх праектаў Ігар Куксін сёння былі нашымі гасцямі і, уласна кажучы, распавялі, чаго чакаць у суботу 19-го і што рабіць у Гёте-інстытуце. Дзверы открываются в 10:00. Так что herzlichen willkommen. Дякуй. Дякуй. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум».
Слухай Еўразум з панядзелка па пятніцу а 18, а петарду а 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradio.fm і euraradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.